Международный университет Кыргызстана со статусом международного высшего учебного заведения создан указом президента Кыргызской республики 11 марта 1993 года. В 1998 году по инициативе МУК Генеральной Ассамблеи ООН принята резолюция номер 53/24 о проведении Международного года гор. Децентрализация, создание региональных подразделений город Ош, Джалалабад и Каракол, 2001 год. В 2002 году подписана Великая университетская хартия в городе Болонья. В 2003 году МУК преобразован в учебно-научно-производственный комплекс Международный университет Кыргызстана. Внедрена европейская система переводов и накопления кредитов ASTC и присвоен статус H+ в Германии, а также основана Международная высшая школа медицины. В 2007 году начата выдача приложения к диплому европейского образца диплома Supplement. 2012 год. Открыт центральный кампус. В 2014 году создан цифровой кампус Мультимедийный институт дистанционного обучения МИДО. 2017 год. УНПК МУК трансформирован в академический консорциум Международный университет Кыргызстана, а также открыт Иссык-Кульский кампус. В 2018 году был открыт Восточно-медицинский и Восточный кампус. 2019 год. Открыта медицинская клиника Виданта и образована группа колледжей ТАЛИ. В 2020 году была произведена цифровизация подразделений АК МУК и сформирована сеть клиник Виданта. В 2021 году подписана Великая университетская хартия Magna Charta Universitatum, а также был организован детский оздоровительный лагерь «Орленок». 2022 год. Открыт Токмакский кампус и медицинская группа «Аманат». Я профессор Белов. В Международной школе медицины я отвечаю за науки. Есть еще и другие титулы, например, я академик Российской академии естествознания, Международной академии науки, образования, инженерии и искусств и академик Академии полярной медицины и экстремальной экологии человека. Начинал я с анатомии, с патологической анатомии. Вы видите вот препараты. Это мы сами своими руками в свое время делали. Я был директором Киргизско-германского института морфологии и полимерных технологий. Эти препараты самые лучшие в мире. Мы не раз выезжали на выставки и экспонировали их. Наш идеолог был это Гюнтер фон Хагенс. И мы делали анатомические препараты и для музеев, и для учебного процесса, а также и для научного процесса. Кроме этого, пришлось, конечно, заниматься различными делами еще. И я был замдиректора в курортологии, использование природных лекарственных средств. Кроме того, мы занимались всегда горной медициной. Это фишка нашего региона. Это и грязи, воды, лекарственные травы, глины и тому подобное. Значит, мы имели аккредитованную лабораторию, объездили весь Кыргызстан. У меня подготовлено 3 доктора медицинских наук, 5 докторов PhD и около 20 кандидатов медицинских наук. И у меня около 40 изобретений, не считая способов лечения и профилактики. Сотрудники Международной школы медицины очень много публикуются. Это основной конечный продукт нашей работы. Благо, что у нас есть журналы ринцевские, это Вестник МУКа. И также вот я лично выпускаю «Медицина Кыргызстана», главный редактор. Но кроме журнальной статьи мы выпускаем много монографий, у меня, например, 18, учебно-методические
пособия с грифом Минобраза, который тоже очень ценится. Выпускаем и на русском языке, и на кыргызском языке, и на английском языке. Для того, чтобы довести до препарата, надо проводить доклинические и клинические испытания. Так что статей на животных, на спортсменах, добровольцев и того такое много. И плюс и на больных. Тематика, опять же, очень разнообразная. Больше всего это использование природных лечебных средств, рекомендация и различные оздоровительные программы и способы диагностики. В том числе последние годы, когда вот ковид был, очень несколько методических рекомендаций и десятки статей опубликовано. Планы по науке большие. Прежде всего мы хотим от идеи сразу идти к конечному результату. То есть, например, вот из яка мы придумали гематоген из крови яка, и сейчас уже налаживаем производство этого препарата в промышленных масштабах, и им интересуются и россияне, и другие партнеры наши. Кроме такого продукта, еще и методики внедряются. Все методики оздоровления в спортивную медицину, в курортную медицину мы доводим до практического применения уже в санаториях и лечебно-оздоровительных центрах города. То есть возможность для науки есть, и главное, чтобы была команда. Все сотрудники нашего морфологического корпуса подключены к такой научно-исследовательской работе. Азыркы мезгилдин талабына жараша проблемалар менен иштеп жатабыз. Көпчүлүк программалар биздин чет мамлекеттер менен байланышкан. Атап айта турган болсок, Кытай Республикасынын институттары менен, илимий борборлору менен, мындан тышкары башка Европадагы мамлекеттер менен, Испания, Италия, Германия, Германиядагы Ростов университети менен, андан мурун Фрайбург университеттери менен иштеп, иш кылып айта турган болсок, проблемалар менен бир нече 30-дан ашык дальнего зарубежья барып келгенмин, ошолор менен дагы тыгыз байланыштабыз азыр биздин университетте, научный центрибизде, институтубузда. Азыр эми өзүңүздөр билгендей, жаратылыш ушунчалык бизге талапты көп коюп атат. Мурун 10 жылда боло турган өзгөрүүлөр жаратылышка болгон мамиледен кийин кескин түрдө өзгөрүп, 1 жылда келип атат. Температуранын кескин өсүшү, тоолордун деградация болушу, токойлордун кыркылып жоголушу, ушулардын баардыгы жалпы экосистемада, ошо тоол өлкөлөрдүн көп проблемаларын тугузуп атат. Ошондуктан биздин иштеп аткан ишибиз дагы эл аралык деңгээлдеги болгон окумуштуулар менен кандай проекттер болсо, ошондой проекттер менен алар менен тыгыз байланышта иштеп жатабыз. Мен ойлойм, бул келечек үчүн. Азыр көрүп атасыздар, президентибиз биздин Садыр Нуркожоевич өзүнүн эмесинде токойлорду көбөйтүш керек, аянттарды көбөйтүш керек, ушундай демилге көтөрүп, мындан тышкары тоолор жылы деп быйыл айтылды. Тоолор биздин үйүбүз керек болсо, биздин жашоо чөйрөбүзгө түздөн түз таасири зор. Ошондуктан биз тарбиялап аткан, жүргүзүп аткан иштердин ушунчалык актуалдуу экендигин башка өлкөлөрдөн дагы келишип атат. Келечекте ошо биз көтөрүп аткан, Асылбек Акматбекович көтөрүп аткан проблемаларды өзүбүздүн республикага гана эмес, Америкадагы институттар менен айталы. Кытайды айттык, Индия менен, Пакистан менен мына жакынкы күндөрү ушу жүргүзүп аткан иштерибиздин баардык эмелери түздөн түз элге, ошондой эле биздин келечекке, балдарга керектүү нерсе. Эми мындай кыскартып айтканда, ошол жасалып аткан
Кадр маселесине дагы токтоло кетсек, аспирантура, докторантура бар. Мен өзүм болсо ушу 30-дан ашык кандидаттарга 5-6 докторлор даярдаганга салымымды коштум. Мындан ары дагы ушундай жаңы типтеги университет болгондон кийин Кыргызстанда алдыга жылыш керек. Ошол маселелердин баардыгын биз өзүбүз канчалык мазмундуу экенин, канчалык керек экендигине жоопкерчиликтүү мамиле кылабыз. Полную версию видео о научных достижениях академического консорциума МУК можно посмотреть по ссылке.